بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и говорим салават и приветствие пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим толкование хадисов из книги сборника хадисов Сунан Абу Дауд, Сунан Аби Дауд. И Абу Дауд Сулейман ибн Аш'аth ас-Сиджистани, рахимахуллах, сказал в книге «Очищение», 4 глава, «Бабу карахият истикбаль аль-киблати та'инда када иль-хаджати», глава нежелательности направляться лицом в сторону киблы во время справления нужды. И кибла известно, само слово кибла означает направление. Здесь же имеется в виду, для нас, мусульман, кибла имеется в виду аль-Кааба. И так же, как в намазе нам приказано читать намаз лицом, направить в сторону киблы, как уважение, как почтение, также нам запрещено направляться в сторону киблы лицом или спиной сидеть, или стоять во время исправления нужды. И это вопрос, в котором имеется множество мнений, то есть как можно, нельзя. И, к примеру, имам Аль-Айни, рахимахуллах, в толковании Сахих Бухари приводит 4 мнения, но это еще не все, потому что приводит до 8 мнений в этом вопросе. Из них самые, то есть известные, это мнение, что запрещено вообще, в любом случае. Здесь имеется в виду и лицом, и спиной, и имеется в виду и в зданиях, и вне зданий. Есть в этом разногласие. Все это полный запрет, потому что в хадисе сказано «нельзя». Запрещено, поэтому это часто приводится как мнение Ибн Хазма, рахимахуллах. Некоторые разрешают вообще. Второе мнение есть то, что дозволено полностью, что запрет он был, потом он был отменен. Сначала было запрещено, потом пророк Мухаммад саллаллаху дозволил, разрешил, поэтому запрещающие хадисы, они были отменены хадисами разрешающими. Там, потому что хадисов приводится несколько. Третье мнение, что не дозволено направляться лицом в сторону киблы и в зданиях, и вне зданий. Здесь сказано, обычно проводится в пустыне, то есть в поле, на открытом месте. И дозволено садиться спиной. То есть вообще и в зданиях, и вне зданий. Здесь получается именно дозволенность. Нельзя лицом, нигде вообще. Спиной сесть можно. Также там, исходя из некоторых хадисов, это является одно из мнений Абу Ханифы. И 4 мнение: в зданиях дозволено сеять и лицом, и спиной в сторону киблы, а вне зданий, то есть в пустыне, в поле, это действие запрещено. И это мнение имама Малика, Шафия, имама Ахмада. Потому что, запрещенное мнение, то есть, например, одно мнение Абу Ханифы, второе мнение Абу Ханифы и основное книг Масхаба, что разницы нету. Хоть в зданиях, хоть не в зданиях, хоть в поле, хоть в пустыне, запрещено. Там обычно приводится термин макрух тахриман. То есть, как есть разница между масхабами в терминологии. Если имам Малик, Шафи и Ахмад говорят харам, харам, запрещено. В масхабе Абу Ханифы слово харам это уже, скажем,
оно есть, но вот для таких вещей оно не используется. Там есть макрух, то здесь нежелательное, но оно называется тахриман, харам. То есть макрух, который практически харам. Это харам. Просто его они не назвали его харамом, а назвали макрух, потому что это приводится в хадисах. Если было в Коране, это было бы харам. Нет в Коране, есть в хадисах, это действие запрещено, оно харам называться не будет. Оно запрещено, но макрух тахриман. В принципе, это одно и то же. Слова разные, а суть одна и та же. Просто термины немного разные. Это вот основные мнения. Кто-то приводит их и до 5, то что просто нежелательно у кого-то, то есть не харам, просто макрух. У кого-то, то, что запрещено вообще, как у Масхаба Абу Ханифы в основном, у кого-то это дозволено вообще, кругом и везде, у кого-то кто-то делит, получается, между, скажем, полем и зданиями, и, скажем, сидеть лицом или спиной. И все это исходя вот, скажем, из нескольких хадисов, которые иногда друг другу немного противоречат. Это еще и другие мнения, они также, скажем, имеются, там, доходят до 8 мнений. И сам хадис, это 7-й хадис в книге, хаддафана, сказал имам Абу Дауд, хаддафана нам рассказал Мусадд ибн Мусархат, как уже мы говорили, что это учитель Абу Дауда и известный мухаддис, всем принимаемый, сказал хаддафана Абу Муавия, сказал Абу Муавия, Аниль А'маш, со слов Аль-А'маша, Сулейман ибн Махран, Аль-Куфи, рахимахуллах, тоже очень известный передача хадисов, Аль-А'маш, во всех сборниках практически его имя приводится, Сулейман ибн Махран, Ан Ибрахима, со слов Ибрахима Ан-Нахаи, известный ученый числа табиинов, там есть споры, он видел, не видел сподвижников, некоторые говорят, он ни одного сподвижника не встречал вообще, другие говорят, что встречал, потому что он родился в 55 году по хиджре, там что сахаба много еще было сподвижников. Поэтому сказать, что никого не видел, немного странно. То есть по году рождения, где он жил, там очень много было сподвижников. Там и Анас ибн Малик еще был живой, там еще и Аиша была живая, там еще и другие сподвижники были живые. Но вот, скажем, он известен как факих больше. Частью Ибрахим ан-Нахаи приводится в них по фикху. Его мнение, как один из ученых города Аль-Куфа, там, где родился Абу Ханифа. Ан Абдуррахман ибн Язида, еще один табиин, ан Сальмана. Сальман это Аль-Фариси. Сальман Аль-Фариси, Абу Абдуллах ибн Аль-Ислам, его очень называют Сальман Аль-Хайр, то есть благо. Сальман, который принес благо. И он принял ислам, когда посланник Аллаха переселился в Медину. Хотя его имя, скажем, арабское Сальман, его назвали Аль-Фариси, перс, так как он был в рабстве у персов. Хотя говорят, что он, скажем, родился, то есть в арабском племени, он араб с рождения, но в детстве его взяли в плен, увели в рабство туда, в Персию, и он там в Персии был, там в Сирии, в тех краях он был. То есть и его история известная, как он искал истину, потому что один из его хозяев был, скажем, по тем временам, скажем, набожный человек, привез религии, когда умирал, сказал, и такому-то, он как я такой, и последний сказал, что все, говорит, нас никого не осталось. Но, говорит, скоро появится пророк там, в Медине, туда езжай. И он был свободный, но пока ехал в Медину, его опять взяли в рабство. И приехал в Медину уже рабом, и был рабом иудеев, у евреев был. И когда пророк Мухаммад пришел, он проверял его, проверял то, что было 3 признака проверки пророка. Первое, что пророк, скажем, не принимает, скажем, садака, то есть закат садака, он пришел, сказал, тебе это садака. Мухаммад взял, но сам не поел, раздал. То есть взял финики, раздал всем сподвижникам, сам не поел. Сказал, вот первый. Второй пришел, сказал, это говорит, подарок. Мухаммад сам поел. То есть садака не принимает, закат не принимает, а подарки принимает. И третий, там был, скажем, печать пророка, да, между лопатками, и Мухаммад ему показал. И тогда он уже принял ислам. Сальман. И обычно его имя приводится, когда приводится битва Урва. Приводится в книгах по силе, что именно он подсказал пророку Мухаммаду копать ров с северной стороны Медины, чтобы
войска Курайша и союза племен Аль-Ахзаб не подошли. И потому что арабы такой хитрости не знали, а он жил у персов, а персы такой хитростью владели. Поэтому обычно там его имя и приводится. Принял ислам, когда Мухаммад принял в Медину, и умер в 36 году по хиджре, во время правления Усмана радаллаху анху, и там приводится, скажем, некоторые разногласия о том, скажем, сколько он жил. Там кто-то говорит, что жил 80 лет, кто-то говорит, там жил до 300 лет, это приводится там с разные. То есть некоторые сахаба, которые долго жили, приводятся. Есть там сахаба, которые там 80 лет до ислама, 80 лет после ислама приводятся иногда. Некоторых из них. Сальман аль-Фариси قال, то есть и сказал Абдур-Рахман, قيل له, то есть было сказано ему, то есть Сальману аль-Фариси радаллаху анху, и те, кто сказали это, или же приводится как сборники муслима, то есть мушрики, или приводится, что это, скажем, неверующие Медины, спросили Сальману аль-Фариси, لقد علمكم نبيكم, поистине, скажем, научил вам ваш пророк, кулля шейн, говорит, все, говорит, то есть ваш пророк научил вас всему, полностью, хатта аль-хира, даже к исправлению нужды, даже адабы, как это делать. Здесь получается или же вопрос, или же, скажем, удивление, или же, скажем, издевательство. Как это ваш пророк научил вас всему полностью, даже этому, говорит, даже как твой хаид научил. Поэтому здесь как небольшое такое, скажем, издевательство небольшое, да. И Каля, и Сальман радаллаху анху, он не растерялся, сказал, аджаль, да, то есть, да, говорит, научил. То есть, сказал, да, то есть, скажем, не растерялся, не стал там оправдываться. Это же часть религии, поэтому это же нормальная, естественная вещь. Эта вещь не нужно стесняться. Каля, аджаль, лакат нахана, поистине запретил нам, саллаллаху алейхи посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ан настакбиль аль-киблята, поворачиваться лицом в сторону киблы, бигаитин, во время исправления большой нужды, аубаулин, или исправления малой нужды. Мы как раз вот здесь приводится только лицом повернуться. Видите, здесь сказал спиной. Лицом, поэтому вот здесь сказано лицом, уже кто сказал, вот видите, здесь только лицом, да. Спина не поминается, но спиной можно. Это уже подходы ученых к текстам хадисов. Поэтому некоторые ученые, и сказали, что здесь сказано только лицом, поэтому спиной не поминается. Значит, есть разница между этими двумя действиями. И мы уже говорили так, мнение ученых, что их много в этом вопросе. Но здесь запрет. Запретил нам исправлять нужду большую и малую, направиться лицом в сторону аль-киблы. А также не делать истинджа, не подмываться биль-ямини, правой рукой. То есть нам там запретил нам, что во время исправления нужды мы, скажем, использовали правую руку для истинджа, для удаления, то есть наджиса. И хотя здесь запрет, но и этот запрет, как сказал имам Навави, единогласное мнение ученых, что это действие оно является запрещенным, использовать правую руку в туалете. Но здесь запрет, когда не имеется в виду как харам, а имеется в виду запрет, который называется как адаб, танзих, как очищение, то есть не категорический запрет. Если человек сделает, ему, в принципе, не так страшно, не грех. Потому что разовая ситуация же, когда человек, может, у него правая рука не работает, да, поэтому левую может использовать. Здесь уже запрет, как очищение правой руки, потому что неизвестно, что правая рука для хорошего, для чистого, левая рука немного для смаркивания, для туалета и так далее. Разница. И пророк Мухаммад всегда использовал правую руку во всем хорошем. Начал справа. Левую использовал же именно для таких дел. Поэтому здесь запрет есть. В принципе, разница, конечно, то, что он харам, не харам, или адаб просто, или очищение. Запрет. И человек должен этого сторониться. Хотя некоторые ученые сказали, что здесь имеется в виду харам, категорический запрет. Жесткий запрет, что это действие, оно запрещено. Если человек один раз привыкает, он уже только при нужде будет, а нужда это у нее свои правила есть. Есть основные правила, есть правила, которые, вынужденные. Также, чтобы один из нас не делал истинджа би акалли менее чем меньше, чем 3 камнями. Это время, то времена, когда еще не было туалетной бумаги, поэтому, тем более, Мухаммад салям в Медине, там, где много камней, то есть нет бумаги, но есть камни, поэтому или вода, или камни, одно из двух было.
В наше время же, когда там другие вещи есть для истинджа, есть, чтобы, то есть нельзя использовать меньше, чем 3 камня. То есть как минимум 3 раза, получается, вытереть. 3 камня, значит 3 раза вытереть нужно, чтобы это место очистилось. Здесь также в этом вопросе имеются некоторые мнения вообще, то есть по поводу самого истинджа, чем оно является, потому что, например, по мнению имама Ахмада, Шафи'и и других ученых, истинджа вообще является, по их мнению, ваджиб, фарз, обязательно. То есть человек, сходя в туалет, он обязан, смывать, может вытирать, или смывать то, что вышло, удалить, чтобы оно не осталось. Он обязан, если не сделать, значит будет грешным. По мнению, то есть и получается, чтобы необходимо было как минимум 3 камня или 3 раза вытереть. То есть, потому что 3 камня, значит 3 раза вытирания, значит меньше, получается, нельзя. Это тоже является, по их мнению, обязательным. И выходит, если человек будет, использовать камни или бумагу, и для, и спереди, и сзади, значит, нужно, получается, 6 камней, или 6 кусков бумаги. 3, получается, спереди, 3 сзади, чтобы вытереть, как минимум. Меньше уже, получается, нельзя, если это без воды. Если вообще не будет воды, получается, именно так нужно совершать. Поэтому сказать, что лучше, чтобы было 6 камней, чтобы для полной истинджа, по тем временам, по тем меркам. Если будет один, если человек возьмет один камень, который будет 3, стороны, и использует, большой камень так, 3-гранный, использует один камень с 3 сторон, это дозволено, разрешается. Потому что суть же получается очищение, то, что 3 камня или один большой камень, суть выполняется, это средство, это не цель. И здесь, получается, 3 штуки нужно, да? То есть ваджиб. Помимо Малика и Давуда нужно, очищение полное. Полное очищение, целиком. То есть не просто, то есть именно вытирать, а уже очистить нужно, чтобы ничего не осталось вообще. Хотя Масхаб Шафии то самое же, в принципе, там, если останется даже немного наджиса, уже будет неправильно будет. То есть там намаз неправильно будет, тахарат будет, намаз будет неправильный. В ситуации. А Масхабе Ханафи, само истинджа, там степени. То есть в основе истинджа Масхабе Ханафи называют сунной. Когда, там почти ничего нету. То есть когда там, когда человек сломал нужду, или там справил большую нужду, но там ничего не осталось, можно сказать, это считается сунной. То есть, и Масхаб Ханафи считается, то есть не очищение, а, то есть само вытирание, это истинджа. Потому что очистить полностью невозможно камнями. Это водой нужно смывать. А камнями или туалетной бумагой все равно что-то останется. Поэтому, то, что ты основное убрал, а то, что осталось, оно прощается, потому что его мало остается. Поэтому, если считать сунной, если уже там, если будет больше, он там его будет размеру больше, там уже, получается, нужно использовать воду. Это превращается обязательным. Поэтому есть тоже немного разногласия в этом вопросе. Но суть-то у всех одна и та же, практически. Просто, названия разные иногда. Поэтому там не страшно. И никто не говорит, что тем более сейчас никто у нас камень же не использует в наше время. У нас есть или вода, или туалетная бумага. Поэтому вода-то лучше, но если имеется в виду все-таки, когда без воды человек, да, то есть, соответственно, туалетная бумага и так далее. Потому что они тоже, их хватает. Даже без воды можно ограничиться просто одной туалетной бумагой. Этот вопрос он часто задается, хотя вода это основное, и оно очищающее, потому что она удаляет наджис, ничего там не остается. Но бывает ситуация, когда человек не может использовать воду. А есть какая-либо бумага, какая-то тряпка, и так далее, любую вещь, вместо камня бумага, бывает, какой-то материал, любые другие вещи. То есть главное, чтобы не ценное было, то есть то, что не жалко, когда выкинуть и использовать для этого дела. Там уже человек может использовать, туалетная бумага, человек справил нужду, использовал, вытер, все же не вода, все равно что-то останется. Это все мало, значит, прощается, немножко, чуть-чуть прощается, и человек, если Мухаммад салям использует только камни одни, потом брал тахарат и читал намаз, не используя воду вообще. Для истинджа, даже после большой нужды, показывает, что эта вещь действие является дозволенным. Поэтому, даже когда вода есть, человек может использовать бумагу, если, воду использовать неудобно, или невозможно, и так далее. То есть, это действие является дозволенным. Хотя вода, она в любом случае является,
действием, с помощью лучше. Поэтому здесь вот 3 камня, как некоторые хашаферы и тогда сказали, что 3 это минимум, обязательно меньше нельзя. В мазхабе Ханафи 3 получается желательно. То есть если когда 1-2 камня использовал, очистилось, потому что суть когда очищение, когда удаление наджиса, а 3 получается, когда обычно 3 удаляется чаще всего. То есть 1-2 невозможно, а 3 уже вероятно всего удалит. Поэтому 3 считается желательным, то есть не обязательным. Исходя, в принципе, там другой хадис будет, он дальше у нас будет хадис. Ты не скажешь, что 3 хорошо, если меньше, то нормально, можно. Поэтому, когда только один хадис прочитаешь, еще судить будет сложно. Нужно все там хадисы, эти мнения их нужно увидеть, сопоставить, что еще. Поэтому у ученых его взгляды просто разные. Хадисы несколько штук, и они иногда внешне друг другу противоречат. Поэтому нужно как-то их объединить, найти что-то одно общее между ними. Поэтому в мазхабе Ханафи 3 не считается, то есть главным очищение, 3 будет хорошо, будет меньше, ничего страшного. Поэтому не обязательно. В других мазхабах меньше 3 нельзя. Это уже обязательно. То есть, и почему вот, когда 3 условия, то есть там тоже сначала будет хадис, потому что Мухаммад попросил у Ибн Аббаса принести ему 3 камня. 3 камня. То есть Мухаммад пошел справить нужду, то есть Мухаммад удивился и сказал Ибн Аббасу: принеси мне 3 камня. Он нашел 2 камня, значит, место было, где мало камней. Нашел 2 камня, и третий, когда не нашел 3 камень, и взял помет сухой. И Мухаммад салям взял 2 камня, а помет выкинул, сказал он наджис. И получается, Мухаммад использовал только 2 камня. 3 не было вообще. И Мухаммад салям, получается, там, где он находился, не было камней. Если были бы, он не стал сказать Ибн Аббаса: камни не найди. Получается, там 2 камня было всего на все, он использовал. 3 не нашлось, потому что был помет, который использовать запрещено. И получается, граница 2. Если между 2 границы, значит, эта вещь является нам дозволенной и незапрещенной. И эти хадисы, иншаллах, они еще будут дальше присутствовать, упоминаться далее. И также истинджия, то есть запретил нам делать истинджа бираджияин, то есть пометом животных, сухой помет, или же костями. Видите, в наше время, для нас странно такое, да? Потому что мы сейчас же помет сухой или кости, там никто использовать не будет уже. Значит, получается, в то время что-то, наверное, было у людей, может, что-то другое не находили. Значит, чем-то уже, там нет травы, да, как у нас. У нас там еще в России трава, да, там летом выручает людей. Есть запрет, то есть помет и кости. Кости, это, нельзя использовать, по единогласному мнению ученых. Это приводит, что они не очищают. Поэтому тут сказал, что если будет использовать, то не поможет, то есть не очистится вообще, то есть останется, даже если удалить наджис, все равно останется грязным. А мазхаб Ханафи считается, что это нежелательно. То есть, если человек использует вдруг нечаянно, то цель же выполнена. После использовал вещь, которую он не должен был использовать. И помет и кости, потому что помет это наджис считается, а кости это пища джиннов, как приводится, пища джиннов, и она приводится помет, приводится пища для их животных. Поэтому не наносить вред ни себе, ни тем, кто мы не видим, даже им вред не наносить. Это является причиной запрета. Почему их использовать нельзя? В наше время, когда для нас просто упоминается все, что любую другую вещь, кроме помета сухого и костей. Для нас просто упоминание, что так было когда-то, так как в нашем обществе это не принято просто-напросто. Следующий хадис, 8-й хадис. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال сказал حدثنا ابن مبارك, привел Абдулла ибн Мубарак, радиаллаху анху, известный большой ученый, который
известен своей исследованностью, и знаниями, то есть всем, то есть и богатством, и торговлей, и где нужно, и воевал, если нужно было, и знания получал, и садака делал большие, то есть его биография очень интересная, очень известный, большой ученый ислама. عن محمد بن عجلان, со слов Мухаммада ибн аль-Аджлана, عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح, которого звали Ас-Самман, Зайяд. Как сказать его? Самман Зайяд — это масло. То есть его, Абу Салих, он Зайяд, потому что он привозил масло в Куфу. Ученый, торговал маслом разными. Поэтому так и осталось, потому что Зайяд его, прозвали. Прозвали его так. Абу Салих же там много будет, да, в исламе. А кто-то привозит, еще ему хадис и приводит масло, да, в Куфу, торгует им, таких мало. Поэтому как бы прозвище осталось, его определение, чтобы его знать, кто он такой на самом деле. Ан Аби Хурайрата, радаллаху анху, известный сподвижник из племени Ад-Даус, который в Йемене находится, и его настоящее имя как-то осталось неизвестным. То есть все сахаба, все ученые называли Абу Хурайры, так вошло в обход, так стало принято. И даже, получается, никому не было дела до его имени. Никто по имени не называл его вообще. И Абу Хурайра же, это же Аба здесь, получается, как хозяин, обладатель, а Хурайра — кошки. Там приводятся разные мнения, то, что носил кошку, поэтому Мухаммад так его назвал. Абу Хурайра. И там приводит до 30-40 мнений его имени, по поводу его имени его отца. И многие ученые останавливаются на том, что его звали Абдур-Рахман. Абдур-Рахман, большинство. Там, конечно, другие есть. Абдулла есть, Амр есть приводится, но большинство, что приводит, что его звали Абдур-Рахман ибн Сахар. Это одно, скажем, из более предпочтительных мнений ученых по поводу его настоящего имени отца. Поэтому так, многие ученые же, их известна, какую-то местность, какие-то именно куни и так далее, а их настоящие имена чаще всего, люди, и не помнят, и не знают. Спросишь, никто не скажет, или скажет очень мало людей. Даже Абу Хурайра, даже сахабы забыли его, не использовали, не использовалось. И известный сподвижник, который хотя принял ислам в 7 году по хиджре, после завоевания Хайбара, и был возле пророка Мухаммада около 4 лет, но он считается тем, кто привел больше всего хадисов. Там более 5000 хадисов, 5732 хадиса, больше никто не привел из подвижников. То есть за 4 года он выучил всех хадисов, так как находился постоянно возле посланника Аллаха, умер в 57 году по хиджре, в 78 лет ему было. Каля сказал, Абу Хурайра, Каля Расулуллахи саллаллаху, сказал посланник Аллаха саллаллаху, иннама ана лакум, поистине я по отношению к вам, биманзилатиль валиди, как отец. То есть я пророк для вас, как ваш отец. Уаллимукум, я обучаю вас. Я даю вам знания, поэтому дает совет всем своим детям. Фаида это ахадукум, если один из вас пойдет аль-гаита, справлять большую нужду, хотя слово гаит это большая нужда, или же место, где исправляли, то есть раньше называли место, где ходили, то есть место, где, низина, или покрывались, потом назвали то, что хочет человек, назвать тем самым названием. Поэтому гаит и место, и то, что икал, на то же слово. Поэтому если пойдете исправлять нужду, фалата ястакбиль киблата, то есть один из вас пойдет исправлять нужду, пусть он не отправляется лицом в сторону киблы, там, валя ястадбируха, и пусть он не поворачивается спиной туда же, в сторону киблы. Потому что здесь уже ни лицом, ни спиной. Оба действия являются запрещенными. Их довод является те, что запрещают. Потому что здесь сказано, то есть лицом и спиной нельзя. Здесь не скажешь где и как. Поэтому запрет общий. И это довод Абу Ханифа и других ученых, которые считают, что запрещено вообще. И лицом, и спиной, и в зданиях, и вне зданий, что это является запрещенным действием, потому что хадис общий. Валя ястатиб, и также пусть он не делает истинджа,
бияминихи, правой рукой. Это тоже было в том хадисе приводилось, что правая рука, она для истинджа не используется. Используется только левая рука для этого. Вакан ямуру, и он, пророк Мухаммад салям, приказывал биталяти ахджарин использовать 3 камня, как предыдущем хадисе. Ваянха, и запрещал анир рауфи использовать помет для истинджа, варриммати, и кости. Хадис получается похоже на предыдущий хадис, только здесь получается, там же было только спиной запрещено, здесь уже и спиной, и лицом. То есть там было лицо, извиняюсь, там было лицом запрещено, здесь и лицом, и спиной запрещено. А так, в принципе, все остальное, правая рука, скажем, и все остальное, они похожи. Просто разные хадисы, то есть разные сподвижники, разные риваяты, а запрет он похож. Просто, скажем, некоторые слова отличаются друг от друга. Потому что вещи там просто лицом, здесь лицом и спиной уже. Уже разница есть для ученых, какие слова приводятся в данном хадисе. Следующий хадис, 9-й хадис. Хаддасана, сказал Абу Дауд, нам рассказал Мусадад ибн Мусархад, рахимахуллах, قال حدثنا, сказал, нам рассказал Суфьян ибн Уяйна. У нас есть Суфьян ат-Таури и Суфьян ибн Уяйна. Оба известные большие ученые ислама, передатчики хадисов. Ани Зухри, со слов имама Аз-Зухри, Мухаммад ибн Муслим, ибн Шихаб Аз-Зухри, то есть Аль-Кураши Зухри, очень тоже громадный ученый, ученый Хиджаза, то есть Хиджаз это у нас территория, где находится Мекка, Медина, получается, то есть ниже Мекки, Медина там и почти что до, скажем, до Иордании. Это все побережье Красного моря называется Аль-Хиджаз, этот район. Ученый Хиджаза и Шама, то есть все ученые единогласны в том, что он является, скажем, ученым, который очень хорошо передавал хадисы, которые принимаются. عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رواية عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد ибн Зейд, который принял ислам в самом начале, он присутствовал еще Акаба, то есть клятвы, когда ансары клялись пророк Мухаммад салям еще в Мекке во время хаджа, то есть Акаба, где кидает камни, большой столб, там прятались. Там еще участвовал Бадр, Ухуд и во всех остальных. То есть все, получается, большие события, битвы ислама в них участвовал. И Абу Аюб известен тем, что когда пророк Мухаммад салям переселился из Мекки в Медину, он жил в его доме. Жил в доме Абу Аюба. Пока не построили мечеть, пока не построили дом пророка Мухаммада салям и его женам, он жил именно в доме Абу Аюба аль-Ансари, ради Аллаху анху. Там где-то, по-моему, там год с лишним, по-моему, если я не ошибаюсь. И он известен тем, что он похоронен у стен Стамбула. Когда, то есть, сахаба пошли походом на, в то время, что это был город Константинополь, Константиния по-арабски, и мусульмане его не завоевали, но Абу Аюб уже был старый, слепой был, но он все равно пошел с ними. Был старый, слепой, и там он умер, его похоронили под стенами этого города, Константинополя, и сейчас, в принципе, она известна, его могила. Сейчас уже в городе Стамбул находится на настоящее время. Вот Абу Аюб передал риваят, как риваят, имеется в виду со слов пророка Мухаммада саллям, что это пророк Мухаммад саллям сказал, то есть сказал пророк Мухаммад саллям, «Ида атейтумул гаита», когда вы пойдете, скажем, в место, то есть где нужда справляется, потому что, опять-таки, как мы говорили на прошлом уроке, что вначале в Медине не было туалетов возле домов. Хотели справить нужду там, в поле, там, в лес, там, где, может, деревья были, где там, в город, там, да, то есть за город выходили, там, где скрывалось людей, далеко уходили в то время. Поэтому, если пойдете справить нужду, гая, то есть место, где там низина, где яма, да, где может спрятаться от взглядов людей, фаля тастакбилу киблата, то не делайте, скажем, не садитесь лицом в сторону киблы, бегаете во время исправления большой нужды, или же валябаули, или исправления малой нужды. Место, где исправляешь нужду, в этом месте. Не делать, скажем, это небольшая нужда, не малая нужда, не справляется
лицом в сторону киблы, валякин, но шаррику, садитесь в сторону востока, а угарриб, или в сторону запада. Это в Медине, потому что в Медине же получается, скажем, у нас же кибла на юг, получается, если юг лицом же, если на север, будет спиной к Каабе. А восток справа, запад слева, да, получается. Поэтому там восток и запад уже у них нормально. То есть наоборот, да, наискосок сесть в сторону. Поэтому, когда это касается, запрет, конечно, общий для всех, а вот повернуться в сторону востока или запада касается только жителей Медины. Или тех, кто там живут, да, как у них, похоже, да, потому что, ну, Йемен, да, в каких-то местах, да, где, когда кибла получается, если кибла получается, когда будет на западе, да, значит, нельзя же в свою сторону поворачиваться. Потому что, например, когда я был в Бахрейне, там кибла запад ровно. То есть солнце заходит, значит, там кибла. То есть там не надо искать, да, когда просто, где солнце там заходит, все увидел, значит, намаз читаешь в ту сторону. Где-то в Африке, наоборот, там, да, читают, да, на восток читают. И там, просто и кибла будет у них на восток, значит, и нужно сесть на север, на юг. Это все зависит именно от местности. Хадис касается именно, это делать на восток или запад, касается только жителей Медины, или кто похож на них по местности. А вот в сторону, лицом и спиной в сторону кибла, это уже запрет общий. И здесь получается, когда запрет, то есть место далеко ушел, тоже запрет общий. Он приводится и вот здесь было только что лицом сесть в сторону киблы. Хадис приводится и у Бухари и Муслима. Там сказано, лицом и спиной не садитесь. Там есть добавка слов спиной не садиться. Потому что обычно приводят, это Бухари Муслим приводит, Абу Дауда чуть-чуть укороченный. Одно слово садиться спиной пропущено. Там, может, какой-то передатчик, может, там перепутать забыл и так далее. Там, может, какой-то передатчик не упомянул, но в Бухари Муслим приводится садиться лицом или же спиной в сторону киблы. То есть запрет жесткий. И Абу Аюб говорит, факадибна Шама, и мы, говорит, приехали в Шам, то есть в Сирию, когда Ближний Восток. Мы приехали, то есть уже впоследствии уже, потом уже, после смерти пророка Мухаммада, когда сахаба завоевывали Сирию, Аш-Шам, фаваджадна, и мы, говорит, увидели марахида, что туалеты кадбуньят построены кибля кибаты, то есть в сторону киблы. То есть туалет как раз построены в сторону Мекки, да, киблы оказалось. Ну там же были не мусульмане, поэтому какая разница, как устроим строить. Если мусульмане приехали, оказалось именно старые постройки, построенные еще не мусульманами, до вызывания мусульманами. Факун, и мы, говорит, а куда денешь, свой же есть? Поэтому же нужно. Ты не будешь на улице, когда туалет есть. И поэтому мы заходим в туалет, факунна, и мы, говорит, нанхарифу, мы немного поворачивались. Анха, заходим в туалет, но когда чуть правее, чуть левее садился. То есть не прямо садился, а чуть-чуть когда так, или чуть-чуть так садились. Мы чуть-чуть поворачивались вправо-влево, у нас тафирло, и просил вас прощения. Или за то, что за тех, кто построил эти туалеты, или там то, что вынуждены заходить в такой ситуации, в такое место. Поэтому это тоже показывает, что Абу Аюб, получается, он это не делал никогда. То есть, как передача хадис Абу Аюб, он никогда, ни в зданиях, ни в здании никогда не садился лицом или спиной в сторону киблы. Он всегда чуть левее, правее, криво садился. Поэтому он, его масхаб, его мнение, передача хадиса, обычно говорят, больше знает про хадис, чем те жили после него, да. Адра, более знающий. Поэтому, это довод тех, кто, запрещает вообще в любой ситуации садиться лицом или спиной в сторону киблы. Даже если некоторые ученые это разрешают. Это довод. Поэтому, как я сказал, то, что масхаб Ханафи, основное мнение запрещено. Хоть в здании, хоть вне здания. Потому что большинство ученых, других масхабов говорят то, что в зданиях можно, вне здания нельзя. А масхаб Ханафи, поэтому, в принципе, это лучше. Лучше в любом случае. И вне здания, и в зданиях, даже когда туалет построен в сторону киблы, лучше, когда можно не садиться. Лицо или спиной, нужно чуть-чуть повернуться, правее или левее, избегать этого спора. Это разногласия, неважно, где ты находишься. Потому что здесь же видишь, проблема то, что между тобой и киблой есть или нету. Если есть здание, это получается уже не проблема, по мнению некоторых ученых. Тем более там еще пара хадисов будет на эту тему. Дальше, которые вот эти хадисы немного разбавляют или заставляют задуматься об этих хадисах.
Следующий хадис, 10-й хадис. حدثنا موسى بن إسماعيل قال сказал حدثنا وهيب قال сказал حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال сказал نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم запретил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم أن نستقبل садиться, исправлять нужду сидя лицом, направляться лицом аль-киблатейни, в сторону двух кибл. Бигайтин во время исправления большой нужды, ау баулин, или исправления малой нужды. И получается, нельзя исправлять, когда садиться лицом ни в сторону Каабы, ни в сторону Иерусалима. Две же кибл у нас, так ведь. У нас первая кибла уже была, когда Мухаммад начал намаз, что в Медине месяц 16-17 в сторону Бейт-аль-Макдис, или Мукаддас, то есть в сторону Иерусалима, мечеть Аль-Акса. Затем Аллах Та'аля приказал ему повернуться лицом, читать намаз в сторону Аль-Каабы, Мекки. И здесь хадис сказал, что запретил и туда, обе стороны. Нужду. В хадисе есть слабость в этом хадисе с точки зрения передатчиков. Некоторые говорят, что хадис слабый, все, вопрос закрыт. Хадис слабый, значит, не стоит обсуждать даже, да, его растолковывать. Кто-то говорит то, что это было или когда пока что она была киблой, то есть в те времена, когда было запрещено, пока Акса была киблой. А когда она писала киблой, когда запрет был отменен, да. Поэтому с точки зрения получается хадис нормальный, по смыслу. То есть пока Иерусалим был киблой, садиться лицом было запрещено. Когда же он писал от киблы, запрет пропал, и садиться лицом стало дозволено. Или, скажем, потому что если сидеть лицом в сторону киблы, да, Иерусалима, значит, будет сидеть спиной в сторону Каабы. Значит, опять-таки тоже запрет получается. И так, там хоть Акса, а здесь Кааба, которая осталась киблой, да, в настоящее время. Поэтому спиной тоже запрещается же, по хадисам. Значит, выходит, когда и так, когда садиться нежелательно, да, не получается. Поэтому здесь, когда, то есть, настоящий, даже хадис достоверный, то уважение к Акса мечети, как Кааба, нет у нас, потому что не кибла, да, третья мечеть в исламе по награде намазов, но с точки зрения исправления нужды, не проблема. У нас есть только Аль-Кааба, Аль-Кибла, который мы возвеличиваем. Все остальные, не скажем, мечеть пророка, да, не садится, да, лицом мечеть пророка, не сказано же, хотя она тоже мечеть уважаемая. Поэтому у нас только одна мечеть есть в мире, которая, запрещена нежелательно исправлять нужду лицом или спиной. Сидя, это Аль-Кааба, да, Мекка. Все остальные мечети, про Медину ничего сказано. Если, про Акса сказано, а Медину умолчали вообще, да. То есть, а Медина тоже, она же в большей степени, чем Акса. Но про ничего не сказано, никакого запрета не приводится. То есть, исправлять нужду с лицом, да, или спиной в сторону мечети пророка. Это нигде не приводится вообще. Поэтому, максимум, когда мы скажем, если хадис достоверный, запрет, нежелательность просто, то есть танзих, очищение, то есть не харам, а сказал имам Ахмад, этот хадис вообще отмененный. Если он достоверный, то он хадис мансух, отмененный, он не действует. Он был, потом, когда можно, действовать перестал. Поэтому или он слабый, или же отмененный, или же когда можно, не такой именно. Поэтому хадис есть, но смысл его, для нас, не актуален в настоящее время, получается. Акса не проблема. Самая главная цель именно, если человек знает, где находится Кааба, именно исправить нужду, сидя или лицом, или спиной в сторону Аль-Каабы. И хадис 11. حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس сказал حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال сказал رأيت ابن عمر, я, говорит, видел ибн Умара, Абдулла ибн Умара аль-Хаттаба, сына ибн Умара аль-Хаттаба, который анаха рахилятуху, который опустил свою верблюдицу, то есть на землю, когда стоит же, ее опустил, положил на землю, мустабля киблати, эта верблюдица была, то есть, со стороны киблы. Затем Ибн Умар сел, ябулю илейхи,
сел в свою нужду в сторону верблюдца. Получается, когда если там кибла, он поставил верблюдца вот так, Ибн Умар, и сел лицом в сторону верблюдца. Это получается в сторону киблы полностью. И сел справлять малую нужду. Факульту, я сказал ему, получается, он не видел там, он видел, со стороны видел. Он же не видел там сам процесс, просто видел со стороны, потому что он видел, как человек садится. Потому что главное, что у нас здесь же не проблема видеть, главное, что не видно было ниже часть. Поэтому после видеть там голову и так далее, там, верхняя часть тела, дозволено время справить нужды. Главное, чтобы там наезд тогда там, или там аврат не было видно. Поэтому он и сказал ему, я Аба Абдуррахман, скажем, Абу Абдуррахман, это кунья, да, скажем, Ибн Умара, его сын был Абдуррахман, алейса кот нухи ан хада, раз не было запрещено это, раз не было запрещено справить малую нужду, вообще нужду, сидя лицом в сторону киблы, Каабы, Баля сказал, да, это запрещено. Иннама нухия андалика фил фадай. Это запрещено, говорит, на открытом местности. Получается, когда если человек сам вышел в поле, да, ровное, и сел в сторону кибла, там, да, ничего нет перед ним, когда ни дерева, ни стены, ничего нет, да. Это открытом местности, полностью, когда там, полностью открыто, ничего тебя не скрывает, да, все видно со всех сторон. Здесь это является запрещенным. فإذا كان بينك وبين القبلة, но если между тобой и между киблой будет что-либо, тебя закрывающее, есть рука, закрываешь тебя, фалабаса, то это дозволено. Поэтому, скажем, Ибн Умар так понял. Понял, потому что там еще другой хадис есть, который приводится с его слов, откуда мог это понять. Потому что там же хадис есть, то, что когда он, даже здесь будет он в следующей главе, но уже не сегодня, да, что он, скажем, поднялся на крышу дома Хафса, своей сестры, жены пророка Мухаммада саллям, Хафса, дочь Умара ибн Хаттаба, и увидел, случайно видел, пророк Мухаммад, справляющий нужду, который сидел лицом в сторону Акса, спиной в сторону киблы. И там, там же он был, между домов был, но там он скрывался, никого не показывал, просто Ибн Умар, потому что молодой парень на крышу поднялся и там случайно заметил, увидел это действие. Потому что если бы не поднялся, не увидел бы. И исходя из этого у него, наверное, появилось мнение, что когда Мухаммад справился там, между домов, значит, можно, дозволено. Когда он растолковал именно таким образом данный хадис. Поэтому он понял то, что в зданиях можно, если между тобой есть что-то, ты закрываешь, да, такая стена, там животное, там дерево, да, значит, получается дозволено. Если ничего нет перед тобой, значит, запрещено. Он так понял. И так уже понимают, многие ученые понимают в этом вопросе. Поэтому, хадис, в принципе, получается, он, может, немножко, не в той главе, да, потому что здесь запрет был у нас, а здесь разрешение. Поэтому он, наверное, должен быть в следующей главе, где разрешение это делать, а не запрет. Но автор его поместил именно в этом месте, в этой главе, тем более там еще и есть споры достоверности хадиса. Хадис считается, иншаллах, хасан, хорошим, но есть споры между учеными, тем более это понимание Ибн Умара, это его действие, так вот, это же не слова пророка Мухаммада саллям, это понимание Ибн Умара, его действия, основано на том, что он увидел, то, что он понял, и если не сказал, что пророк Мухаммад сказал, так делать ему. Поэтому, оно, не говорит, что является, доводом стопроцентным, что является так дозволено. Хоть Ибн Умар известен тем, что он очень сильно следовал сунне, но он же тот человек, поэтому иногда он мог какие-то вещи неправильно понять, некоторые действия, хотя уже он. Поэтому здесь есть разные объяснения, а если какие-то разные объяснения появляются, значит, уже, прямой довод, он, как далиль, теряется. Сейчас, если можно понять и так можно понять, уже использовать его однозначно его невозможно, хадис. Поэтому, если пророк Мухаммад сказал бы так или сделал так, да, если им объяснил, что так делайте, это одно дело. А Мухаммад сам уже говорил, что нельзя так, да. Все хадисы говорят, что нельзя там ни лицом, ни спиной. Так же везде сказано. Пророк запрещал, да, там, Мухаммад сказал, не соответствовать нужду лицом и спиной. Поэтому все слова про Мухаммада указаны на запрет. Его действие, и здесь у Умара указано разрешение, это действие. А у нас слова всегда выше действия. Слова пророка Мухаммада саллям, если есть слово, есть действие,
Если действие Мухаммад ничем не объяснил, значит, слово выше, чем действие всегда. Оно сильнее. Потому что это слово он сказал. А там Мухаммад делал. Тем более делал, его никто не видит. Вдали от людей. Поэтому, может, Мухаммад ошибся тогда, может, там забылся, может, там спешил, там мало что там могло быть. Поэтому, скажем, если есть слово и действие, слово всегда выше, чем действие. Предпочтительнее. И, скажем, сильнее по степени оно является. Поэтому это вот, скажем, одна из глав, скажем, что, хотя сказал вот, нежелательность, да, то есть нежелательно, скажем, то, что нежелательно, запрещено так делать, направляться лицом или спиной в сторону кибла во время исправления нужды. Это вопрос вроде такой, но мы же каждый день здесь сталкиваемся. Поэтому, а ислам, он, скажем, все области даже жизни человека себя включает. Поэтому, тем более, это каждый день мы делаем, каждый человек ходит каждый день. Эти вещи каждый мусульманин должен знать. Поэтому, просто, скажем, если брать, то что лучше страница, как я сказал, то что лучше всего, скажем, хоть здание, хоть не здание, лучше, скажем, это страница. Так что, потому что запреты, они, скажем, слова про Мухаммада довольно они сильные, тем более там сборник Бухари, Муслима и других сборниках они приводятся. Хотя будет глава о дозволенности, но это, иншаллах, уже будет на следующей неделе. Исключение. Когда на следующий тоже не узнаешь, наверное, за неделю. Так ведь? Поэтому, когда не знаешь, за то, что не знаешь, его не спрашиваешь же. Если ты знаешь, где-то одно, а если ты не знаешь, где кибла ты находится, в принципе, нет проблем же. Абу Ханифада райынсы yok. Ханафи мазхабында хоть шахар, хоть ауыл, хоть басу, хоть нәрсе райынсы yok. Абу Ханифада нельзя. Макрух тахриман в любом случае. Поэтому, как Абу Аюб делал, если можно, чуть-чуть проверить вот раз иногда. Если брать другие мнения, там уже в зданиях можно. Вообще проблем yok. Вообще проблем yok. Былай совет, если все уже, все бетінде. Былай болмасын, былай бетінде уже, былай уже. Икілік отырасың. Білмеймін, бұл зданиеда там, я не знаю, енді мында. Честно говоря, мен білмеймін біздің планировканы мында түскен сайын білмейсің мында. Қоя. Білмегеш сұрамады енді. Білсең еме. Mesela Afganistan жүрген, mesela Afganistan'da tam ne bileyim, прямо не кибатлар жүрген енді. Әлбәттә помышлай мәҗлесендә. Ну, я не бинде тимит. Я түгел. Да, поэтому я түгел, но поэтому ханафиләрдә бездә полный запрет инде.